На сегодня самое распространенное – это глаукома, катаракта, возрастная макулярная дистрофия, которая приводит к слепоте. Катаракта – это помутнение хрусталика. Когда мутнеет хрусталик, у человека начинает снижение зрения. Лечение катаракты – это оперативное лечение. Это замена родного хрусталика на искусственную линзу. Но глаукома – это повышение внутриглазного давления, когда затрудняется отток внутриглазной жидкости, давление повышается и идет повреждение зрительного нерва, которое приводит к слепоте. Какие могут быть жалобы при начальной стадии глаукомы? Да? Могут быть это затуманивание, пелена может быть радужные круги вокруг источника света. Да? Еще может быть временами ухудшение зрения и вблизь, и вдаль. Человек не может читать близко книги, да? А еще может быть сужение поля зрения. В вечернее время тоже сумеречное зрение может быть ухудшено. Поэтому в начальных стадиях болевых синдромов не бывает, поэтому больные часто не замечают, поэтому не обращаются сразу. Бывает в более развитых стадиях подходят к офтальмологу, и мы начинаем уже полностью обследовать. В нашей клинике есть очень много оборудований, современных оборудований. Если в своих поликлиниках они уже установили диагноз глаукома, уже назначили лечение, при последующих посещениях, если врач замечает ухудшение зрения, поле зрения, давление не снижается, не может достичь целевого давления, тогда это уже можно дополнительно назначить еще лечение или уже направить нашу больницу для оперативного лечения или там еще углубленное обследование. В начальных стадиях, когда мы вовремя, своевременно выявляем заболевание и назначаем лечение, давление можно стабилизировать, и тогда мы можем сохранить на долгое время и зрение, и это комфорт, качество жизни пациента. Человек может спокойно работать, водить машину. Все наши операции, они в рамках ОМС, бесплатные операции. И глаукома, и катаракта. Надо обязательно не реже одного раза в год провериться у офтальмолога. Мы работаем очень много за компьютером, потом у нас есть еще внешние факторы, задымление может быть, пыль, загрязнение воздуха, работа кондиционера. Есть еще центральное отопление, которое может вызвать синдром сухого глаза, а также ухудшение зрения. Поэтому профилактика тут какая? Витаминные капли можно капать, также есть увлажняющие капли, когда есть синдром сухого глаза, когда еще есть диагноз как компьютерный синдром. Когда много-много работает, человек, когда сидит за компьютером, перестает моргать. Когда пристально смотрит за монитором, тогда снижается количество морганий, и это приводит к высыханию глазной поверхности, которое может привести к синдрому сухого глаза. Поэтому тут, конечно, надо устраивать перерывчики между работами, и увлажняющие капли обязательно можно капать. Конъюнктивит – это, самое распространенное заболевание. Это тоже из-за загрязнения воздуха, или человек какое-место на улице работает, или есть инфекционные конъюнктивиты, вирусные конъюнктивиты, очень контагиозные. Есть еще конъюнктивиты происходит из-за ношения контактных линз тоже. Лучше сначала обратиться к офтальмологам. У нас работает центр неотложной помощи, можно обратиться или к своим офтальмологам. Офтальмолог выпишет вам антисептические противовоспалительные капли. Там есть свои тоже характерные изменения. Могут быть очень серьезные изменения произойти на глазном дне, сосудистые изменения, а также может быть еще дегенеративные изменения, сетчатки, истончение сетчатки. Там могут быть и кровоизлияние, и отек, и отслойка. Самый серьезный тоже диагноз. Может тоже очень заметно снизить зрение и даже может привести к слепоте. Но тут заранее тоже надо заниматься профилактикой, обследованием
обследоваться и провериться, потому что некоторые вот на периферии изменений обычно бывает как бы незаметно остаются и для пациента, и для врача, поэтому с расширением зрачка надо пройти полное обследование глазного дна, сетчатки, сосуды, диска зрительного нерва. И еще может быть схожая картина с глаукомой. При высокой миопии можно как бы вот и пропустить заболевание глаукомы, потому что есть как бы похожая картина со стороны диска зрительного, со стороны сетчатки, поэтому тут тоже надо дополнительно пройти обследование. Может быть и до 20, может быть. В зависимости, да, начиная свыше 6 диоптрий, это считается миопия высокой степени. На какой-то стадии все равно как бы это вот когда идет рост глаза, идет как бы прогрессирование миопии, но на какой-то стадии все равно как бы вот останавливается рост глаз, тогда вот стабилизируется. Ну, коррекция зрения – это, во-первых, очковая коррекция, а также можно мягкими контактными линзами, а также есть еще лазерная коррекция, рефракционная лазерная коррекция зрения. Кому-то вот очки подходят, а кому-то вот по мере профессии, специализации или там спортсменам, им, конечно, вот контактные линзы намного более удобны. Есть еще как бы по профессии тоже, по выбору профессии, и они идут как бы вот на рефракционные операции, чтобы зрение было как бы 100%. Контактные линзы – это очень хорошее изобретение человечества, если носить правильно линзы и соблюдать все правила ношения мягкой контактной линзы. Ну, во-первых, это, конечно, это как перед установкой контактной линзы, перед снятием обязательно надо мыть руки. Теперь все знают, так? И еще одно еще правило – это вот соблюдение обязательно сроков ношения линз. Все они бывают как бы с разными сроками ношения. Почему они так, сроки разные? Есть ежедневные, есть недельные, месячные. Потому что у каждой линзы есть своя устойчивость к размножению бактерий, да, к повреждениям. Поэтому вот эти сроки обязательно надо соблюдать. Но есть пациенты, бывают же, да, которые в целях, может быть, экономии, они могут переносить на пару дней как бы эти линзы. Тут, ну, это плохая идея, конечно, так. Лучше строго соблюдать сроки, чтобы не повредить, потому что тут загрязняется линза, это если они закупориваются, и получается нет доступа кислорода. Тогда будет уже как бы роговица страдать, роговица как бы раздражаться и может привести к синдрому сухого глаза. Нету доступа кислорода, поэтому обязательно. А тут еще, конечно, надо вот, если вот многоразовые линзы, надо чистить еще линзы. Правильно чистить, а также не забывать и про чистку контейнеров. Ежедневно обязательно надо менять раствор, помыть, почистить, высушить, а потом еще заново как бы свежий раствор туда залить. Гимнастика глаз – это вот снятие как бы вот усталости глаза. Когда мы работаем долго за компьютером, все-таки надо как бы вот, что глаза тоже отдохнули. Надо делать, сейчас много упражнений, есть гимнастика для глаз. Это для улучшения как бы работы мышц глаза, для расслабления, также для улучшения кровоснабжения, а также для увлажнения глаз. Поэтому и для как бы улучшения зрения тоже. Восстановление зрения, зрительные упражнения периодически надо делать, проводить.